Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Efirde Laf Edelim Büyük Alalım programımız. Bugün bizde misafirlikte bulunan bir genç adam hangisi geldi bize Vulkaniş'ten ama o daha çok vakitini geçirir başka devlette. Ama nerede onu geçirir bize kendisi anlatacak. Bugün bizde misafirlikte bulunan Vitaliy Chernev, fitness trainer, bodybuilder. Onun için teklif ederim sizi onun yakından tanışasınız ama o yalvardan biz onun bu programı yapalım Rus dilinde çünkü o kendi derin fikirlerini daha kolay anlatmayı size değil. Onun için biz bir Rusça laf edeceğiz. Hoş geldiniz, добро пожаловать, Виталий. Хош булдук, sağ olunuz, спасибо большое. Я рада, что вы не отказали нам. Я знаю, что вы уже сегодня улетаете обратно в свою страну, где вы там проживаете. В какой стране вы, конечно, скажете. Но прежде чем перейти на эту тему, конечно, хотелось бы спросить, вообще, как получилось так, что вы начали заниматься бодибилдингом? Что вас привлекло в этом виде спорта? Или, может быть, с детства, да, вот эти фильмы Ван Дамм, Сталлоне, да, там, Шварценеггер были любимыми героями? Наверное, это классика жанра. Все в детстве хотели быть похожим на голливудских актеров. Эта идея вот сопровождает меня до сих пор. Я уже перевалил за 30, но все-таки вот стиль был выбран на самом деле еще лет с 16. Начиналось все с того, что я просто-напросто не смог подтянуться на турнике, на экзамене по физкультуре. И поэтому осознал тот момент, что пора, наверное, заниматься чуть более усердно тренировками. Начиналось все с брусьев, турников, потом тренажерный зал, занятия боксом, контактными видами спорта. Ну и так сложилось, что в студенческие годы, это 2013 год, я уже, будучи студентом, работал в спортзале фитнес-инструктором. Ну, то есть вот этот экзамен стал таким переломным моментом, что все, надо перестать просто смотреть на этих героев, а надо повторять их движения. Надо постепенно становиться этим героем, хватит мотивироваться, пора мотивировать. Ну, вот это увлечение спортом, конечно, это очень круто, особенно когда человек в подростковом возрасте, да, когда вот идет такой переломный момент, какой путь выбрать, и как подошли к этому вашему увлечению ваши родители, как они поддержали вас или сказали, да лучше возьми книжки, почитай. Нет, конечно же, книжки были всегда также на своей полосе, им было всегда уделено отдельное время. И если, ребят, кто-то начинает заниматься спортом, начинайте прокачивать сначала мозг, а потом уже и тело, потому что это будет правильнее. Да, ну это мозг. Реакция родителей была такая, конечно же, сначала все вот как-то поддерживают, говорят, что спорт это хорошо и так далее, но когда в моменте я уже начал более профессионально заниматься, очень многие не поняли, зачем тебе это, ты уже перебарщиваешь, остановись, куда дальше, хватит. Но когда ты ставишь себе цель и задачу, а цель была попробовать себя, бросить вызов самому себе и взять медаль на сцене, на поприще с соревнующимися атлетами. Это немножко уже шаг такой повыше. Ну, вообще, кто так реагировал? Друзья, знакомые или родные? Даже самые близкие, даже те, от кого ты ожидал поддержку, начинали как-то не то чтобы палки в колеса вставлять, а просто начинали подкидывать каких-то мыслей для размышлений, что остановись, хватит, ты уже перебарщиваешь, уже это вредно. Ну, там, когда ты идешь к профессиональному уровню, спорт, он так нивелирует очень тонкая грань между здоровьем и уже такими запредельными нагрузками, потому что ни в одном направлении спорта, будь то волейбол, гимнастика, профессиональный, да, это уже, разумеется, есть травмы. Поэтому еще одна рекомендация, если кто-то начинает заниматься с юношества, на опыте говорю, есть вероятность травм, поэтому всегда нужно советоваться с теми, кто в этом уже силен, дабы избежать вот этих проблем. Такое было, травмы, конечно же, были, поэтому есть такое понятие спортивное долголетие. Не нужно с юношеским максимализмом наваливать полностью. Вот сейчас у меня есть желание и силы, вот я сегодня приду и пожму все штанги в этом спортзале. Это очень большая ошибка. Юношеский максимализм нужно немножко придержать и более конструктивно идти к этому. Ну, мы же понимаем, что каждый юноша, он не может, особенно в меру гормональных изменений в организме, он не может контролировать
и не может видеть эту грань, где нужно остановиться, как здесь ему помочь, да, то есть что он должен в первую очередь сделать, найти себе тренера, обязательно тренироваться под руководством специалиста, или все-таки он может сам этого добиться? Сам это уникумы, единицы, которые полностью все сделали, без травм и так далее. Поэтому, конечно же, рекомендация будет обратиться к профессионалам, которые, еще раз повторюсь, подскажут и направят на долгосрочный такой период во избежание травм, и чтобы тебя хватило. Потому что одна небольшая травма, и ты выбиваешься уже там на 2-3 месяца. Допустим, маленький микроразрыв мышечный, он тебя выбивает на месяц, на 2, на 3. В тот момент нужно обратиться к какому-то наставнику. Ну, допустим, я всю жизнь занимаюсь разными видами спорта, но тренажерный зал, он как основной такой, есть такое понятие... Красной линии да, по всей есть, жизни. Да. Есть такое понятие «железные наркоманы». То есть люди, которые привыкли к таким физическим нагрузкам, и потом ты оставляешь на момент, у тебя начинается нехватка вот этого вот... Идет такой регресс. Выработка дофамина, в принципе, потому что ты получаешь определенную нагрузку, организм привыкает к этой определенной нагрузке, и тебе потом ее не хватает. Вот чтобы прийти к какому-то уровню, все равно тебе нужен наставник, который в разы уже выше тебя по опыту, и тот, который уже достигал чего-то. Так вот, вернусь к мысли о том, что на протяжении всей своей жизни у меня был вот этот спортивный опыт, но когда я решил, что пора бросить вызов себе и выйти на соревнующийся уровень, то я пришел в зал, где до сих пор это мой хороший друг, мы с ним подружились, Александр. Он выступил моим железным братом, наставником. Мы это вместе... еще будучи здесь? Нет, это уже за границей, потому что я новичок в соревнующемся атлете, всего лишь 2 года выступлений. К сожалению, эти осенние соревнования я пропустил подготовку, но мы сейчас в зиму зайдем на дополнительную подготовку. Почему именно бодибилдинг? Почему не другой вид? Сложный вопрос. Просто к нему у меня какая-то определенная любовь к этому виду спорта вот еще с юношества. Наверное, все равно контактные виды спорта, они прекрасны, я ими занимаюсь периодически, потому что одного бодибилдинга мало. Как минимум танцами дополнительно нужно заниматься. Это дыхалка, это эластичность мышц, это подвижность, оно все нужно. Просто так сложилось, что большая любовь у меня вот выражается именно к бодибилдингу, к тренировкам в спортзале с отягощением, с тяжелыми весами и так далее. Ну, часто мы видим уже красивые итоги, да, то есть красивую картинку, а за этой картинкой бывает очень много сложностей, очень много препятствий, очень много травм в том числе, да. Какие самые были такие большие сложности, с которыми вам пришлось столкнуться вот на протяжении того времени, пока вы занимаетесь профессионально? Это диета. 70% успеха красивого тела, красивой фигуры – это только диета. Потому что можно приходить в зал и делать запредельные нагрузки, но если ты потом не соблюдаешь дефицит или профицит калорий, то ты не достигнешь того результата. В чем заключается эта диета? Расскажите нам. Дефицит калорий – это потреблять еды меньше, чем ты тратишь, для того, чтобы снизить уровень подкожного жира, для того, чтобы, если говорить простым языком, между мышцами и кожей есть вот прослойка жировая, для того, чтобы ты смотрелся внушительнее, ее нужно максимально снизить, процент подкожного жира, это так и называется, ее нужно максимально снизить, соответственно... Чтобы было больше мышц. Да. Нет, мышцы и так у тебя могут быть, но если у тебя много жировой прослойки, они не будут видны настолько рельефно. Есть такое понятие, как дефиниция, есть такое понятие, как сепарация, когда мышечные волокна уже отделяются. Чтобы это визуально стало видно, тебе просто нужно снизить уровень подкожного жира. А это дефицит калорий. А это значит, мы убираем мучное. Это значит, мы контролируем. Там все рассчитывается. Это не просто ты взял и меньше начал есть. Ты должен понимать, сколько ты весишь, какой у тебя рост. Рассчитывается программа потребления калорий. У кого-то 2500 калорий, у кого-то это, допустим... 2500 это неплохо. 2500 это неплохо, в зависимости, опять же, если ты весишь сам 110 килограмм, то 2500 это уже дефицит калорий. Соответственно, все рассчитывается, и ты должен соотношение белков, жиров и углеводов, БЖУ, соответственно, держать на определенных рамках.
с учетом того, что в принципе гагаузы любят вкусно поесть, и я в том Особенно числе, мучное. это да, особенно мучное, это моя слабость, вся выпечка. Как вы выходите из ситуации? Иногда бывают срывы. Я выхожу... Сколько они длятся? Вот сколько вы себе позволяете быть вот в этом состоянии срыва? Я стараюсь максимально только позволить себе один день. Один. Это да, есть, скорее всего, кто в мире фитнеса знают про такое понятие, как cheat meal. Это ты себе один день в месяц можешь уделить такому, И что ты ждешь пришел этот и день? съешь. Здесь очень важно просто не ждать этого дня. Если ты смог понять, вот вообще все нужно осознать. То, к чему ты идешь, вот, допустим... И ради чего. Да, и ради чего ты идешь. Тогда гораздо проще. Если ты приходишь, и тебе это сложно и трудно, вот тогда и тебя это напрягает в целом, то будут срывы. Первую подготовку у меня были срывы. Я периодически просто вот брал себе пиццу, съедал ее. На второй подготовке я научился этому как раз-таки у своего тренера, у Александра. Я говорю, Саш, ты бездушный человек. Он просто, вот я могу перед ним есть, а у него, если у нас разная подготовка, он может смотреть и вот вообще не реагировать. Первое время я подъедал, но я нашел для себя такой выход, я убедил себя в том, что если я съел, то у меня лишний час на беговой дорожке. То есть как-то себя наказываете? Да, просто я уже знаю, что так, я готов к лишнему часу на беговой дорожке, но я вот сегодня съем вот этот вот gözlemey, вот этот бörek с мясом, как у нас там просто это больше как бörek, у нас нету пиде, кирде и так далее. Просто надо в общем, себя к себе. этому готовить То и есть здесь убеждать. очень надо быть стойким и дисциплинированным. Да, и, ребят, в принципе, спортивное долголетие, оно не только в мышцах выражается, и в травмах. Это диета. Если мы переедаем жирным Это, и так далее, это уже образ да, жизни. Здесь уже это образ даже жизни. не вопрос в диете, а просто чтобы это было образом жизни, чтобы для тебя это было нормой. Да, как то же самое, как утром есть хлеб с маслом. Да, конечно. А вот вообще, как выглядит ваш день обычный, да, вот, распорядок дня? И каждый день ли у вас есть спорт? Обязательно. У меня, как правило, 4 тренировки в неделю. Это вот самое обычное, это без подготовки. 4 тренировки в неделю. Каждая тренировка, она в среднем, если не подготовочная программа к соревнованиям, то это где-то 1,5-2 часа. Если это уже подготовочная программа, если мы идем уже намеренно к каким-то соревнованиям, то тогда это уже 3-3,5 часа тренировок и 6 тренировок в неделю. То есть это запредельные нагрузки на самом деле. Ты должен это понимать, особенно когда у тебя семья, когда у тебя есть обязанности и основная работа, вот нужно вклинить. Это достаточно сложно людям взять и не сдаться на этом пути. Особенно, когда у тебя дефицит калорий, когда ты сбрасываешь вес, это называется сушка, кто в бодибилдинге все это знают. И когда ты на сушке, и когда у тебя час кардио после уже 2-часовой тяжелой тренировки, где веса все от 100 килограмм вверх на каждой штанге, вот тут проявляется уже характер. Потому что очень часто у меня у самого на кардио рука, вы не поверите, просто бессознательно тянется к тому, чтобы занизить скорость на беговой дорожке. Тут надо просто поставить перед собой, допустим, картинку или YouTube-канал. У меня есть определенные хитрости. Я ставлю YouTube-канал с определенными видео, которые меня мотивируют. Я просто смотрю и говорю себе: нет, ты поставил себе цель. Ты должен к ней прийти. Это работа с подсознанием Это и с сознанием, да, в общем, со это всеми психология, этими. Да. Ну, вообще, насколько я знаю, вы учились на специалиста в области туризма. Работаете ли в этой специальности? Да, так сложилось, что я тот самый, не самый частый случай, когда человек работает по профессии, где он закончил, и дальше. Потому что добрая половина всех моих однокурсников, одноклассников, очень мало кто выучился и работает по специальности. Я учился в Славянском университете в Кишиневе, специализация туризм, гостиничное дело. И уже будучи студентом, мы начинали ездить на Анталийское побережье на практику, дальше на работу. На подработку. Да, поначалу я менял страны, постоянно летал, я добирался до Китая, до Хайнань, постсоветское пространство. Соответственно, когда приехал в Черногорию, где я сегодня живу, Карабайырлар, Тюркче, Гагаузче. Карабайырлар. Гагаузский Карабайырлар. Да. Черногория на русском, Монтенегро универсальная.
Я влюбился в это место, я понял, что я себя там ощущаю максимально интегрированно, я себя не ощущаю там чужаком, и там есть все, что нужно мне. Там есть горы, там есть море, реки, озера, хвойные, пальмы, березы и прекрасное, конечно, побережье Адриатика, оно превосходное, оно очень красивое. И по сей день я уже 7 лет живу в Черногории и совмещаю 2 свои любимые профессии. То есть вы параллельно занимаетесь туризмом, параллельно спорту? Параллельно я занимаюсь спортом. Основная моя профессия все-таки это Туризм. туризм. Да, я работаю представителем встречающей стороны. Мы занимаемся тем, что курируем отдых прибывших туристов от начала и до конца. То есть встреча в аэропорту, полная организация всего отдыха под запрос наших гостей и, соответственно, обратно. Ну вот возвращаясь к вашему спорту, да, к бодибилдингу, насколько этот вид спорта развит в Черногории и в сравнении с тем уровнем, что у нас здесь? И есть ли вообще у нас в Молдове этот вид спорта? Насколько он развит? Я действующий атлет категории IFBB, Федерации IFBB, категория Men's Physique. Я хотел, когда первую подготовку сделал, я хотел выступить от Молдовы. Я хотел выступить под нашим флагом, под флагом Родины. Вышел на Кишинев, начал искать, кто у нас председатель, кто у нас в Федерации IFBB. У нас закрыто. У нас нету. Соответственно, она просто не существует. Она была какое-то время. Сейчас, если я знаю, наши немножко в другой федерации, точное название не могу сказать, но IFBB нету. IFBB это одна из самых популярных. То есть после IFBB уже идет Олимпия. А в Черногории достаточно неплохо развит в принципе бодибилдинг, и у местных жителей культура качалки, по-другому это назвать, культура бодибилдинга. То есть они летом работают в туризме, а межсезонье оно достаточно длинное, там нет никакого производства, заводов, ничего, и, соответственно, мужчины все достаточно таки рослые, занимаются То есть этот фактор тоже сыграл в вопросе, где один остаться? Один из моментов. Развит ли он в целом как федерация IFBB там? Нет, я все равно вышел даже не под федерацией Монтенегро, хотя вот Александр, мой тренер, он выступает за Черногорию. Есть несколько тонкостей, которые мне не совсем понравились. По спонсорству, допустим, по каким-то... Ну, это детали какие-то там. Детали, да, не будем в это углубляться, но я не выступаю за Черногорию, я выступаю под белым флагом, то есть я представляю самого себя, и после каждых соревнований у меня есть, к сожалению, на тот момент не было под рукой флага, привезенного с родины, и мне пришлось на заказ в Черногории сшить гагаузский флаг, и, соответственно, когда идут уже фотосессии, то я с удовольствием поднимаю гагаузский флаг. В Инстаграме есть тому подтверждение. А вообще сложно вот выиграть на таких соревнованиях? Как вот с соперничеством? Сильное? Все зависит от страны, куда ты едешь выступать. Есть хитрости. Новички всегда выбирают какую-то периферию, допустим, где проводятся такие соревнования, для того, чтобы взять несколько регалий хотя бы для начала, и потом все дальше. На Европе огромная конкуренция. К примеру, Испания, она в этом вопросе достаточно таки шагнула вперед. Но и в Черногорию тоже прибывают команды. Допустим, мне очень нравится, когда прибывает команда из Турции. Они очень организованные. У них есть переводчик, у них есть тренер, у них есть организаторы. То есть спортсмен ни за что не думает. Ему надо просто сосредоточиться на соревнованиях. А там решает даже несколько финальных часов могут решить твое физическое состояние. Лишний глоток воды может убрать тебе несколько баллов. То есть вот как раз таки мы на сушку заходим. Это видно по Это видно внешнему. визуально, да. Ты должен быть максимально сухой. То есть ты должен выгнать всю воду из организма для того, чтобы кожа прямо облегала мышцы. И тогда создается вот этот вот 3D-эффект и максимальный объем. Когда ты сам представляешь себя, за все это все эти вопросы ты решаешь сам. Это достаточно-таки сложно, это достаточно-таки дорого, поэтому этот вид спорта, его можно назвать максимально неоправданным поначалу. Нужно положить очень много времени, сил, денег для того, чтобы ступить на тот уровень уже, когда имя начинает работать на себя. То есть, если подытожить, ты очень много сил тратишь на то, чтобы заработать имя, и потом уже только спустя
соревнующиеся какие-то годы. У кого-то это получается быстрее. Надо развивать медийность, надо развивать, опять же, группу поддержки и так далее. И тогда это немножко легче. Ну, то есть из ваших слов я понимаю, что это один из самых жестких видов спорта, особенно что касается питания, да, и условий, при которых ты можешь победить, да, то есть вот элементарные вещи, которые даже вот капля воды, да, человек не выдержал, выпил, да, то пару есть, глотков воды. К примеру, в других спортах, конечно, тоже строго все с этим, но не настолько прям, потому что здесь, конечно, физически очень надо быть максимально соответствовать всем критериям. Нервная система трещит по швам, потому что действительно он, наверное, если подытожить, он неоднозначный вид спорта. Ты приезжаешь в какую-то страну, и там ценится максимально узкая талия, и не объемы, а сухость. Едешь буквально через, если ты выбрал себе 2-3 турнира подряд, все зависит от судейства. Где-то могут отдать предпочтение, допустим, вот какой-то одной пропорции и кондиции. Но это заранее обговаривается? Нет, то вот есть в этом... спортсмен не знает, при каких условиях его будут оценивать. Да. Плюс еще очень сильно влияет сцена, освещение и вообще в целом, как ты выглядишь, где ты будешь стоять. Ну, это соревнование, давайте это, если подытожить так, мужское соревнование красоты, эстетики. Оно на самом деле для этого и предназначено, поэтому все знают, кто такой Арнольд Шварценеггер, мистер Олимпия, и много их дальше было, тоже не будем перечислять. Сейчас, кстати, самый популярный атлет это Крис Бамстед, неимоверные результаты, может мотивировать миллионы. Момент в том, что если в боксе ты вышел, у тебя есть очки, есть попадания, есть нокдауны, нокауты в любых контактных видах спорта и так далее. Здесь ты можешь быть в шикарной форме, но за счет судейства именно жюри где-то можешь взять первое место, где-то тебя задвинут, допустим, на третье, на четвертое. Все очень неоднозначно. Нет. И вот и вернемся опять же к команде. Если есть тренеры, которые в коллегии, в судействе, они знают критерии там или там, через связи, что они будут оценивать. И тогда буквально 2-3 дня в конце они могут решить, что вот здесь вот мы делаем суши, вот здесь мы делаем объемнее, и тогда результативность у атлетов в команде, она выше. Ну, здесь уже, конечно, играют другие принципы. Да. Ну, не могу не спросить, скучаете ли вы по дому, находясь в Черногории? Или только по родным? Давайте отвечу честно. Первое время я больше чем полгода не мог находиться за границей. Меня всегда тянуло домой. Потому что... это у всех, мне кажется, так. Ломка, как минимум. После того, как у меня уже там полностью семья, дочь у меня там родилась, меня все реже и реже начало тянуть домой. Сейчас я приехал, очень рад друзьям, потому что так еще получилось, что добрая половина всех моих друзей, они тоже за рубежом. Ну, мне повезло, что мы все, практически все собрались на родной земле. И поэтому мне повезло. Мы хорошо посидели, застолье, как полагается. По-гагаузски. По-гагаузски, как полагается, да. Родственники обошли всех, все достаточно таки классно сложилось. Момент в том, тянет ли меня домой, все меньше и меньше, к сожалению или к счастью, я не знаю, наверное, все-таки к сожалению. И еще один фактор играет. Чем дольше я там нахожусь, тем больше всех моих друзей и родственников приезжают туда ко мне. И мы уже там видимся почаще. То есть я там уже как такой местный проводник. Особенно этим летом было огромное количество земляков, друзей, родственников. Черногория интересное направление развивается. В Молдове оно все чаще и чаще. И поэтому в этом году действительно много было. А вообще вот такой вопрос, неоднозначный, конечно. Вот гагаузское происхождение как-то помогает во многих аспектах, особенно в спорте? Я очень люблю и горжусь тем, откуда я, потому что очень сильно работает гагаузская харизма. Это у наших ребят, у всех есть, у девчат. То есть вот плюс то, гагаузский мачо. Гагаузский мачо, этот статус закреплен за Виталием Манжелом еще из песен, поэтому да, я не берусь на себя его примерять. Но момент в чем? Это действительно играет важную роль. Наши ребята, они всегда
очень такие интегрированные, они везде могут найти себя. Вот я уверен, куда меня сегодня не забрось, за счет вот этой коммуникации, за счет того, что мы многоязычные, так или иначе мы говорим на русском, мы говорим на гагаузском, то бишь на турецком. Я с очень многими даже на территории спортзала общаюсь еще и с турецкими ребятами, которые ходят в спортзал. Иностранные языки. И в принципе, видимо, условия жизни моих земляков, они всегда вот дают какую-то вот эту жизненную энергию, которую можно подытожить как харизма. Работая в туризме, вот здесь я могу гордо заявить, работая в туризме, через мои уста, много тысяч иностранцев узнали, кто такие гагаузы. И когда я первый год приехал, вернулся домой из Черногории, я приехал с грамотой от директора туристического агентства, которая гласит, что выражаем благодарность родителям, что ваш сын воспитан настолько правильно по-гагаузски, что он несет с собой культуру гагаузского народа и дальше передает ее. И, то есть мы узнали... Продвигает, да. Сейчас же вы используете этот принцип говорить о гагаузах на сегодняшний день? Однозначно, всегда. То есть работая в туризме, часто внешность, она не говорит, откуда я. Плюс я в основном говорю на русском языке, и когда там идет профессиональная терминология, уже ты переключаешься в моменте. Очень сложно опознать, где. Но как только я звоню своим на родину, гагаузский акцент, гагаузские мотивы, они сразу включаются. Потом... Точнее, вулканежский акцент. Вулканежский диалект, давайте, он определенный. Более детально, потому что да. всегда он разный. Да, он разный, и вулканежский он особенный. Когда меня спрашивают, откуда вы, и если человек действительно интересуется, я не сразу отвечаю, но если задают повторный вопрос, есть уже такая прям отточенная заготовка, ответ на этот вопрос. Я всегда задаю, что мало кто знает, кто такие гагаузы. Если я сразу просто скажу, как отрежу, я гагауз из Гагаузии, люди просто не поймут, и мало кто может дальше задать вопрос, потому что просто побоятся показаться глупыми, что не знают. Поэтому я отвечаю достаточно-таки обширно. Вы, вероятно, слышали про такую солнечную Молдавию. Ну, конечно, многие знают, что такое Молдавия. Я говорю, так вот, внутри Молдавии есть еще прекрасная солнечная автономия, которая называется Гагаузия. Это маленькая автономия со своим президентом, флагом, языком. И это совершенно другие люди. Это тюркоязычная группа, которые православные христиане. Мы разговариваем по-турецки, то есть наш гагаузский язык, это старый законсервированный турецкий. Очень многих это удивляет. Тут поправка. Взрослое население, неважно, с Казахстана приезжают, из Прибалтики приезжают. Взрослое население говорит, мы служили с гагаузами, мы знаем гагаузов, а у нас кум-кума гагауз. В общем, взрослое население так или иначе знает. Молодежь очень часто просто удивляются, говорят, а мы никогда даже о таком не слышали и не знали. И тут я уже гордо заявляю, что ну вот с одним из гагаузов вы уже Это круто, что есть возможность продвигать по крайней мере, гагаузский имидж, мягко говоря, как минимум. Ну, вообще, на каком языке, в принципе, вы там, кроме русского, разговариваете? На черногорском. Я на черногорском общаюсь внутри. Но он славянский, если... Это славянская группа языков, то есть Хорватия, Сербия, Черногория. Хорватский, мне кажется, сложнее. Они чуть-чуть диалективно разные, а в целом языковая группа... Черногорский — это один из диалектов сербского языка, основа одна. Конечно, после того, как в 2006 году они отделили самые последние из Югославии, вышла как раз-таки Черногория, они взяли, соответственно, статус независимости и черногорский язык. Ну, на самом деле это вы планируете диалект. Продолжить свою карьеру там, в той стране? Я не могу быть уверенным. На сегодняшний день, и, да, я пока там, мне там все нравится. В планах спорт до какого возраста у вас? Вот тут тоже не могу ничего сказать. То есть вы себе не поставили какую-то планку, чтобы там, до 40, до 45? Пока нет. Посмотрим по ситуации, будет ли мне это необходимо дальше, но Пока это вам интересно? Я уверен в том, что со спортом я буду до глубокой старости, потому что я без него уже не представляю. Это как встал, умылся, почистил зубы, и ты знаешь, что у тебя либо до работы, либо после работы есть тренировка. А что касаемо языка, сложно ли выучить черногорский или сербский язык? Для наших людей, особенно для гагаузов, он достаточно легко дается, потому что мы знаем русский, а это славянская группа языка, он на слух воспринимается. И там 20%
турецких слов, потому что Черногория под османским Да, игом была порядка да. 500 лет. Поэтому Да. он быстро на слух воспринимается. Ну и так как у нас программа подходит к концу, у нас есть обычай, мы всем первый раз, кто к нам в гости приходит, мы задаем 5 вопросов из списка вопросов Марселя Пруста. И, конечно, хотим их вам задать. Ну, Попробуем во-первых, да, долго думать не надо, короткие Хорошо. ответы. Значит, что больше всего вы цените в людях? Искренность, Что никогда вы не сможете простить? предательство, Любимая еда и любимый напиток? дон, кавурма и шарап. Что для вас счастье? Это семья, полноценная семья с родственным кругом. И кто или что для вас Бог? Вот это сложный вопрос. Давайте я на него отвечу так. Вера. Во что бы ты ни верил. Главное верить. В цель, в себя, в Бога, в ангела-хранителя. Вера всегда помогает по жизни. Виталий, спасибо, что вы сегодня смогли прийти. Спасибо, что пригласили. Учитывая, что вы сегодня же улетаете, мы вас перехватили, так мягко говоря. Очень приятно. Да, и мы желаем только вам успехов в исполнении всех намеченных планов, реализацию, самореализацию, гармонии в душе, да, и нескончаемого вдохновения, потому что когда нет вдохновения, сложно, Да. сложно на таком сухом выжить. Всего хорошего. В Черногорию привет. И Будете в Черногории, обязательно дайте знать все, что от меня вам будет зависеть. успехов в соревнованиях, только положительных Спасибо. результатов. Илерлесинга гаузия, илерлесинга гаузла. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Sağolun büyüm bizimlendiniz. Efirde программа Dela Fidel'in büyük alının Stemno Talaman büyüm bizde misafirlikte bulundu. Vulkan İşten bodybuilder, fitness тренер аңгысы бүгінгі күнде yaşar Черногорияда, Карадада. Виталий Чернев, аңгысы пайлды бүгін программамызды табір кестейін сөмесі. Сау olunuz, им қалын сау жақлын.